Больше миллиона просмотров в социальных сетях только анонса будущего трека. Скандал, провокация или новая волна? Кто эти ребята, имеющие большую аудиторию за пределами Крыма, но которых никто не знает дома? Я проберусь туда, где точно еще не был ни один блогер или журналист, и узнаю для вас все тайны и секреты. Но для этого я применю один секретный ход. Я поеду в гости к холостякам, а значит, вопросы качественной и вкусной еды для них актуальны. И я знаю одно надежное место, где вкусно и всегда отличный ассортимент блюд восточной кухни. Сагу. Селям алейкум, Селям Айдарова. алейкум, Наджия Ханым. Абсолютно правильный выбор. Только вы с этими пакетами хотите ездить по городу, у нас есть прекрасная доставка. Слушайте, это будет очень кстати, потому что я сейчас еду на интервью. Музыканты, молодые ребята. И, кстати, вы этих ребят лайкнули. Это те самые Юник и Джемми, которые записали Да, знаю этих ребят, на смотрю. «Лепесточек лёна». Скажите, а как вам вообще этот трек? Не слишком ли дерзкий? Ну, молодцы. Я вижу по просмотрам, они стали популярны благодаря этому треку. Да. Дай бог, Аллаху лаки тарсын. Ребята молодцы, значит, таланты есть все-таки в нашем народе. И в том числе в этом направлении. Поэтому вам приятного аппетита и от меня большой привет. Обязательно. Люблю вашу кухню, а теперь еще отдельное спасибо за доставку. Это нам очень облегчит работу. Пока мы доедем, ребята уже будут готовы. Наджия Ханум, для вас с большим удовольствием. Приятного аппетита. Селям алейкум. алейкум. Я правильно, я по адресу. Хош келдиңиз, Наджия ханым, кетчиңиз. Сау, Проходите сау. в наш уютный дом. Так, это та самая фабрика хитов, где записывался Гонконг и последний шедевральный «Лепесточек лёна». Все верно, да. Всё Знакомьтесь, это Юнус, Наджия Я- ханым. Юник, не Наджия. Уник, не путайте, пожалуйста. Да, И очень Джейми, приятно. Джейми, не Дюмик. Не Дюмик, да, все так и запомню. Айде. Очень приятно. Наджия ханым, мне надо Да. ехать. Я за детьми в садик и И приеду вернетесь, попозже. да, потому что у меня к Хорошо, вам Бала? есть вопросы, Айдер. Не убегайте, пожалуйста, вернитесь. Я убегу и вернусь, может? Я жду вас. Все, Бала, давайте, не обижайте. Это моя сестра. Двоюродная. Давайте, Бала. Сагулнас, Присаживайтесь. Сагулнас, это ваша студия такая, где вы работаете. Ковальня, да. Ковальня, кузня. Слушайте, ребята, я, конечно, сейчас шокировала свою аудиторию. Она сейчас, наверное, лежит в обмороке. Необычный формат. Формат максимально для меня непривычный. И я хочу задать вам вопросы, потому что хочу познакомиться с вами сама и хочу познакомить аудиторию. Давайте. Я предлагаю пройти туда, где вы работаете над созданием Ну, это музыки. на второй этаж. тогда, Давайте да. перенесемся тогда раз. Вот так, и мы туда. Монтаж. Надо там сделать. Монтаж. Ребята, у меня вопрос. Кто вы? Человеки. Откуда вы взялись? Несмотря на то, что это трек, скажем, по такой тонкой грани, он заходит и старшему поколению, и младшему. Ну, мы музыканты вообще. Просто с самого детства всегда. Мы мечтатели, вот так скажем, да. Мечтатели. Да, мы мечтатели. Мы хотели всегда заниматься этим делом. Так пришлось то, что он больше времени этим занимается, я немножко меньше. Но все равно делаем одно дело. А насчет трека, как так получилось, ну, мы не ожидали вообще этого. Даже была боязнь, когда мы его выпускали. Ну, лично я очень сильно переживал, на самом деле. Насчет этого трека, что будет по аудитории, что они скажут, как они это воспримут. Найди лепесточек клена. Сладенький, слипшийся, будто чак-чак. Мой брат Джеки Чан, кричу ему быстро чап-чап. Но как это родилось? То есть вы же не специально записали эту угарную бабушку? Откуда Нет. вообще вы ее Мы взяли? по приколу вообще записывали изначально просто трек на крымско-татарском смешанный русский. Ну, мы давно хотели попробовать. И вот эта демочка у нас стояла. Мы ее постоянно слушаем, показываем как бы на постоянной основе. И приходит такой момент, что Айдар Агашка, наш продюсер, он говорит: слушайте, а что если в начало этого трека, да, грубо говоря, вот этот легендарный мем, да, поставить? Зациклить как-то. Мгм. Мы в ту же секунду, я это передаю Джемику, мы как-то загораемся, давай, и все. В этот же день, в эту же ночь мы закончили полностью. Там мы накрутили, что-то подумали, что-то доделали, и вот так получилось полностью трек. Тексты вы пишете все сами. Да. То
То есть этот текст вы тоже... Кто из вас написал этот текст? Свой парт каждый сам... Да, так свои части каждый сам пишет. Ну, мы не один проект. Вот артисты мы разные. Но вы входите в один лейбл Да. под названием Да. Команда мы одна. Люди Т. «Люди Т». Сейчас вопрос. Вот этот текст, который написан, он имеет какой-то смысл? Либо это просто родилось, и вы не понимаете сами, о чем он? Нет, конечно, он имеет свой смешной, да, посыл, грубо говоря. Он юмористический, да. Но в нем все-таки, в нем есть смысл. Для каждого разный. Вот, грубо говоря, вот в комментариях даже пишут: я ничего не поняла. Другой пишет: я все понял, грубо говоря. Вот кто-то понимает. А что вы туда заложили? Не сильно глубокий смысл, но он там есть. Ну, скажите, расшифруйте сами. Ну вот давайте начнем с самого начала. Давайте, да, вот по строчку. Сладенький, слипшийся, будто чак-чак. Это, грубо говоря, татлы бала. Сладенький, слипшийся, красивенький. Мой брат Джеки Чан, мой брат Ногай. Я кричу ему быстро: чап-чап, беги-беги. И он достает пычах и не оладжах. Он горячий парень. Да. Мы же Достает горячий пычах. Все, у него все кипит, грубо говоря, внутри. Характер сыджах, ну, как Да. мы говорили. Уранады яп-яп. Ну, А вы знаете, бей как его. по-крымско-татарски будет характер на ялобойском диалекте? нет. Я вам потом скажу. Все, Договорились. договорились. Так. Менным ватаном граничит штата Колорадо. Мой ватан, он, грубо говоря, он самый крутой. Он граничит с крутыми... В этом смысле? Да, вот граничит с крутыми штатами. А я, да. знаете, даже подумала, это какая-то отсылка к тем, кто уехал. И это есть еще и, знаете, в треке не только один смысл. Когда ты можешь расшифровывать под много что, грубо Вот говоря. Так, на дальше. этот панч я ответил в своем куплете. Найди лепесточек клена, именно клена. Менің бабасына тая тупак. О, брпак, екипак, учпак. О, полным даю, я тебе даю салам. Сильный как Аюпи, ты не даю похвалам. Чап-чапалах, прилетит, сложен пополам. Бит не для бедолаг, алейкум салам. Джеб-джеб не попал, я как таракан. На бите порхаю, как Али, и мне пополам. Алейкум салам. Алейкум салам. Алейкум салам. Нашим пацанам. Наш ватан крутой, но мы все равно тут. Мы тут находимся. Мы не смотрим ни на что другое. И, грубо говоря, мой ватан граничит со всеми, грубо говоря. Везде есть крымские татары по всему миру. Это тоже как им такое... Ну, а вот этот вот сиран, вот этот лепесточек. Почему лепесточек, я так и не могу понять, а должен быть листочек, да? Ну, хорошо, давайте, да. Из песни слов не выкинешь. Лепесточек лена, и все, понимая контекст, зная этот мем, все начинают смеяться, веселиться, это, или там, по крайней мере, хихикать в кулачок, да, но у всех вызывает какие-то эмоции. Эмоцию добра, радости, радости. Да. Мы хотели донести этим треком то, что просто веселитесь. Это должно быть весело, потому что жанр true. Поэтому True? он и называется true. Ваш жанр, в котором вы работаете, он true. Да. Да. Не именно наш жанр, именно эта песня в жанре true. А так Ага. мы пишем разные песни. И не только. У нас полно песен, где прям есть глубокий смысл. Сразу начали говорить, что это новая, вернее, крымско-татарская Ирина Кайратовна. Наконец-то у нас появились такие дерзкие ребята, чуваки, да, которые вот наконец вышли за какие-то дозволенные рамки. У нас же вся наша эстрада, она очень правильная. Да. Вообще, вы знаете что-то про крымско-татарскую эстраду? Только, грубо говоря... Коротко, если так можно сказать. коротко, да. Если я вам сейчас покажу фотографии, вы сможете мне ответить, знаете вы этих людей или нет? Давайте Да. посмотрим. Давайте, да, вот прям проведем маленький эксперимент. Давайте. Так, это кто? Я не знаю. Подождите. Не сервер зовут? Сервер. Какура? Какура. Есть. Я не знал. Есть. Так, один есть. Это кто? О, это Лера легенда. Рашка. Лера Гаусманов. Да. Рашка. Есть. Афизе, правильно. Касара. Это кто? Менбахар. У меня с головы вылетело. Асисале. Асия Вот, Салия. вот. У меня- Это кто? Возьмем Я помоложе это я не поколение. знаю. То есть Одну метров вы секунду. знаете плюс-минус. Одну секунду. Честно, нет. Это я Так. не знаю. Мы легенд знаем. Как А бы. это? О, Рашку тоже знаю, но я не помню имени. Я не помню, но я знаю его. Нет. Песни какие-то вспомнишь? Нет. Нет. Я вот точно знаю, что я его знаю. Это нет. Не могу сказать. Тоже не могу. Не знаю. Вот Не уже знаю. не знаю. Это закончил. уже, Так, наверное, это кто?
ну это я точно не отвечу, без понятия вообще. Знаешь их? Вообще нет. Вообще нет. Так, Это Нариман Агашка, Нариман Балич. Нариман Балич. то есть интересно у вас. Так, вот давайте еще вот этот вот. Не знаю. Нет, не в Нет, курсе. Нет, не в курсе. Вам не кажется, что у нас очень боятся экспериментов? Да, 100%. Осуждения боятся больше? Экспериментов, осуждения, да. Что выйти за рамки может быть восхищение, но вместе с восхищением часть аудитории может отреагировать и хейтом. Я уверен, что среди нашей молодежи крымско-татарской есть очень много талантливых ребят, девушек и парней, которые просто себе пишут текста настолько крутые и настолько с крутым флоу, то что это могло спокойно выйти на большой рынок, но просто люди из-за, наверное, своего воспитания, из-за боязни, как на это отреагирует народ, из-за Родители. замкнутости, из-за как-то такого давления, может быть, какого-то на родителей, да, в хорошем плане с их стороны, потому что они как бы не понимают, да, немножко музыку, то большинство нашей молодежи и, может быть, даже не молодежи просто боятся. И они не должны бояться. Где живут родители ваши? Бахчисарай, у меня Бахчисарай. Бахчисарай. Не, мы не Я говорим. прям из чоля-чоля. Прям Из чоля-чоля Да, да. жесткого, да? Ну, если прям взять мое детство, то я тоже из Чоля, потому что постоянно был у Биташки. У меня Албата. Албат Это это... старое крымско-татарское название. Так это же не чоль. Почему? Чоль это степь. Это Даха. Ну, это да. Дальше Селям алейкум. Ну, грубо говоря, я в деревне, да. Ты Вот такой. койбаласы у нас говорят, да? Да, у Такие нас, же. у меня было родниковое село Темели. Темелли. Да. А на каком языке с вами говорили в детстве? Перемешку. Иногда на крымско-татарском, иногда на Мгм. русском. Чаще на крымско-татарском. Да. Да. То есть язык вы знаете, да? Да. Ну так, на самом деле, в детстве, когда я был маленький, я знал его отлично. Я разговаривал только на нем. Но если с бабушкой росли, то, наверное, да. Да. Но как-то с возрастом как-то чуть я растерял его. Так, дальше вы пошли в школу. Школу закончили. Да. Да. И не стали поступать дальше. Я поступил ради того, чтобы заниматься музыкой. Уехать с деревни, грубо говоря, Мгм. чтобы под предлогом родителям, да, сказать, что я учусь в городе, в Симферополе. И куда И, поступили? Крымский многопрофильный колледж. Но я его На- не закончил. Мы учились вместе в одном колледже. И кто вы могли бы стать, О. если бы не музыка? Капельщик. Монтаж, эксплуатация внутренних сантехнических. Ох ты, кого потерял Крым? Так, а вообще вопрос, если бы не музыка, вот если бы, ну, не сложилось бы, да, то кем бы вы себя видели? Офисная работа, теплицы, базар, не знаю, кубанка, какой-то извоз, что было бы? Наверное, бы... Я даже не знаю. Да, тяжелый вопрос, на самом деле. Тяжелый вопрос, но я бы, наверное, пахал. Работал. Физическая где-то, работа. Да. Да, физическая работа, наверное, была бы. Стройка. Скорее всего. Скорее всего, да. То Там, есть- где я могу себя обеспечить и мою семью, туда Да. я пошел бы. Вот вы приезжаете в город, вы поступаете учиться, но не сразу же ведь начинается этот музыкальный путь. Вы же наверняка еще какое-то время были в Да, поиске. Да, Ну конечно. вот расскажите эту историю. Я Как мы- скитался вообще по разным работам. Что подработка, когда студентом был, что подработки. Мне родители давали, грубо говоря, вот 500 рублей в неделю на то время. Было такое приложение, где там высвечивалось, вот что нужно сделать, грубо говоря, да, пойти что-то там скопать, перенести тяжелый груз, там еще что-то. Вот такие мелкие подработки давали выживать и давали стремление расти. Когда приходишь домой после работы, я постоянно после работы не ложился спать, я еще что там поищу, попишу, неважно где, на В кухне, телефоне дома. писали? В чем? Да, Где вы писали? Да, конечно. В наушник, в телефон. Если программы просто такие, они корявые на телефон, ну, сидишь, голос туда записываешь, тебе хватает, мотив наиграл, и этого хватает. Так, вот вы наиграли. Что происходит дальше с этим треком? Студия. Студия. Идете в студию? Идем на студию, так как мы уже мотив знаем, весь текст написан, мы говорим, включай микрофон. Трек записан. Да. То есть что с ним? Вы заплатили за производство, Да. за работу на студии, за какое-то сведение. Мгм. Дальше что происходит? Дальше происходит выгрузка. На платформу. Ну, на то время, когда мы начинали, мы вообще не думали о том, как продвигать. Ну, то есть, как-то не было
каких-то больших, наверное... Они были, эти инструменты, но мы не догадывались, что можно как-то подносить свой трек. Мы не понимали то, что тогда музыкант мог быть не только музыкантом и артистом, а еще мог быть маркетологом. Вот этого мы не понимали. Но у вас есть продюсер. Да. А в какой момент вы с ним встретились и началось ваше сотрудничество? Юнус раньше, а я... Он уже год. во время, да. Да, он уже долго уже с ним, а я вот как год. Вы же родственники Да. друг Да, другу. да. Вы братья, Да. не родные, Нет, Нет. но как бы какая-то степень родства у вас есть. Да. да. Мгм. То есть вы там плюс-минус из одной семьи. Да. Соответственно, Юнус как более старший. Да. Сколько вам лет, Юнус? 21. 21. Вы подтягиваете 19-летнего своего брата и говорите, что, слушай, там перспективно, там круто, там деньги, идем со мной. Не, это не так было. Бросай свои сантехнические там что-то. Не, Нет? это лично моя... Я прям хотел этим заниматься с детства. Я Видели просто подошел- себя на сцене? Да, я просто подошел, Юнус, говорю, где ты записываешься, покажи, расскажи, все. И вот с этого началось все. Вот с первого дня вот этого разговора все потопало у меня. Но он уже занимался этим плотно, то есть давно он уже этим занимался, а я вот только как бы на его ошибках, на его опыте он рассказывал, доказывал, и я вот это постоянно с ним находился, я постоянно был с ним. То есть я впитывал как губка все. Где мы сейчас находимся? На первом этаже. На чил-зоне. Чилзона это там, где... Там, где отдых, перекур. Тут, если приходит наша братва. Здесь проводятся какие-то вечеринки скандальные? Да, скандальные, это когда Барселона, Собрание. Реал Мадрид играет, когда вот это вот такое скандальное. Не пидиди. Не-не-не. Астагфируллах. Не-не-не, такого нет. Расскажите, как у вас появился продюсер? Был и есть Айдар Агашко. Да, мы знаем его. На то время он Так расскажешь, как сказку? организатор концертов. Да. Приходит момент, когда я просто ему пишу «Слям алейкум, Айдар ага». В социальной Вот. сети. Да, пишу ему «Слям алейкум, Айдар ага», он меня вообще не знает, кто, что я вообще. На то время там одна песня, вторая песня, все. И пишу ему вот с таким, грубо, с такой просьбой, грубо, помоги. И он тогда организовал концерт тоже крупного артиста одного. И он говорит, приходи, вот выступишь у него на разогреве. То есть со старта. Да, вот он со старта. Говорит, я посмотрю на тебя. Я пришел, мы с ним и до этого всего вот как-то обсуждали этот момент. И на концерте выступили. И после этого вот уже мы более 5 лет с ним вместе вот двигаемся. То есть вы прям совсем юный к нему Да. пришли. Да. Так. И вот это и был на начальном этапе единственный человек, который прям поверил в мое творчество и, грубо говоря, вливал туда денег, да, неплохих. Он отбил свои деньги? Смело, да. Сегодня ваше творчество вам приносит заработок? Да, Хороший? отличный. Какие-то цифры назовем для наших зрителей? А какие хотели услышать было? Какие есть? За хлебом Реальные сходить можешь? цифры. Реальные цифры. Вы сами себя содержите? Да, и не только себя, Так. родителей, Родителей. То есть вы уже на тот уровень, когда вы содержите родителей, да, которые живут в Албате. да. То есть корову им не надо держать. Им ничего не надо делать, Так. Они воспитали сына. да. Но они, знаете, как мне нужно насильно им засовывать денег, Они не берут. да. Почему? Потому что, говорят, Балам, тебе нужно свою жизнь устраивать, нас не думай. Вы купили себе квартиру, машину? Машину купил, Так. квартиру, иншалла, буду брать. Дом Дом. хочу. Дом сразу, да? Хочу Строить? дом строить, Строить дом. да. То есть это Заводские крымско-татарская скрепа за заводские настройки никуда, да? Без стройки. Так, а Джемиль, я так и не могу определиться, как вам обращаться, на ты или на вы. На ты. Вроде бы. На ты. Да, хорошо, на ты. Джемиль, ты тоже хорошо зарабатываешь? На музыке недостаточно, чтобы на это жить. Так. Еще нет. Ну, я А на иду чем к этому. зарабатываешь? Работаю там, тут. Тоже Ну, в физическая основном у какая-то меня... работа? Нет. Головой. Но это связано с музыкальной индустрией? тоже? В основном.
Да. Мгм. Но я бы не сказал, что недостаточно зарабатывать. Там все достаточно. Просто Вот давайте назовем так. Месяц, когда я заработал самую большую сумму. Вот максимум и минимум. мгм. Максимум, наверное, это если прям со всего прям считать. 40, ну, на нынешний момент 40 тысяч евро. В месяц. Да, принес один раз. Это максимум. Это был, если это прям был вот пик. со всего взять, да. Со всего это какие-то отчисления с каких-то платформ за... Я вот... Платформы, представьте, что я совершенно не понимаю, да, как вот большая часть наших зрителей, она не понимает, как устроен современный музыкальный рынок и с чего могут зарабатывать артисты. Площадки. Вот все музыкальные площадки, где только возможно послушать песню. Яндекс.Музыка платит Да. за российский, ВК-музыка платит, Да. Да. а международные? Spotify, Apple Music, многие различные еще другие. То есть даже сегодня в Крыму под санкциями можно зарабатывать? Я бы не сказал. Нет? У нас казахский лейбл, не С российский. самого начала, да, когда мы этим начали заниматься, мы работали с казахстанским лейблом. То есть вы, когда уже обрели какой-то опыт, Нет. да? Или На вы прям вот начальном Не, этапе. прям начало. прям в начальном Да, этапе да, самом да, вы да. заходите под какой-то казахский лейбл? Да. Да, Это да. международный рынок. T-Production это Сублейбл. саблейбл, да. да, под этим большим казахским. Да. Так, вот, теперь что-то выстраивается. Но мы не назвали самую минимальную сумму, которую вы заработали. Минимум? Да, да. Вот пиковую сумму я услышала, она впечатляет. А как насчет минимума? 10 Чего? евро. Евро в месяц. Не в месяц. Наверное, нет. Давайте так сделаем. Минимум. Да. Пусть будет 5000 евро. Мгм. Месяц, если. Месяц. Да. Эти деньги идут потом на ваше творчество? Да, Да. да. Ну, не все же, конечно. Ну, не все, конечно. Там система такая, то, что не все суммы, которые мы можем сейчас назвать, люди могут нарисовать это себе как чемоданчик, который мы Да. забираем и несем домой. Нет. Да, Это, так Долги. нет, долги это грубо сказано на Да. самом деле. Это то, что в тебя вкладывают, это должны в первую очередь забрать. Когда ты построил себе магазин, ты должен заплатить за помидоры и огурец, который ты поставил в этот магазин. Белые и За поставку. черные деньги, да, грубо говоря. За Мгм. поставку. То есть кто-то, кто вас инвестировал на раннем этапе, они забирают свои Он должен помидоры и забрать огурцы. свои помидоры и огурцы, а мы, если остается помидор, мы берем половинку. Сливки остаются, забираем. Да. Но вы как-то с такой неохотой говорите про деньги. Это опасение, что будет зависть, Воспитание больше. воспитание. Да. То есть вас воспитывали не высовываться? Нас воспитали не выпендреживаться, наверное, в этом плане. То есть вы не выпендреживаетесь Да. сейчас? Лучше хвастаться знаниями, да, какими-то. Да. Да, какая последняя книга, которую прочитал Юнус? Можно сказать о религиозных книгах? Так, начинаешь раскрываться с новой стороны. Ну, я изучаю религиозные книги. Мне интересно вот их читать. Не какие-то рассказы, а вот религиозные. Какая книга религиозная? 10 заповедей Моисея, пророка Мусы, алейхиссалям. Родители соблюдающие люди? Да, И мама, и отец? да. И сестра, И сестры? и брат, да. Намаз совершаешь? Да. Альхамдулилля, да. Так, уразу соблюдаешь? Да. Еще какие столпы ислама ты соблюдаешь? Закят выплачиваю вовремя. Вот, если Всевышний дает, да, делюсь с бедными. Но об этом никому ничего не говорю. Это вот пока вы не спросили, я никому ничего это не говорю. Вы сами как бы. Да, а Спросили, насколько не это знаю. вообще по твоим ощущениям бьется с твоим образом такого гангста, рэпера? Я знаю, что вообще не бьется. Я знаю, что вот на картинке я, грубо говоря, да, такой прикольный рэпер, такой, Если как люди, да. Сопоставить эти вещи вообще не То есть разные. это Сопоставить сценический вещи, образ. Это, в общем, работа, да. Артист – это всегда сценический образ, я считаю. Но не отрицаем того факта, то, что артист – это тоже
твой почерк. То есть ты сам вылазишь потом с себя. То есть ты не можешь постоянно быть в образе. Да, есть некоторые проекты, которые в масках, есть некоторые проекты, которые поют, скрывая свою личность, или просто не скрывая свою личность, но держат какой-то образ, а на самом деле в жизни они совсем другие. Таких очень много, но мы, наверное, к этому не относимся. Мы все-таки свои. Вот такие мы есть, вот мы такие в музыке и сами. А музыка это не харам? Я считаю, что это харам. Харам 100% мы это не отрицаем. Мы не отрицаем и не уводим какие-то там доводы, хадисы. Мы это признаем говорим. полностью. Но, тем не менее, вы этим занимаетесь. Да, но Всевышний в первую очередь спросит, когда предстанешь перед Ним, за намаз. За первое, что Он спросит. И нужно быть готовым к этому ответу. Есть ли у вас аудитория среди вот такой верующей, соблюдающей публики? Да. Как, кстати, Я думаю, да. они отреагировали на этот трек знаменитый? Все хорошо отреагировали. Большинство хорошо лепесточком. отреагировали. Большинство хорошо отреагировали. Ну, у меня прямо из близких, не было того, кто сказал, что... Из наших близких людей, которые нас очень хорошо знают, не осудил никто. Вообще никто. Но близкие люди – это не показатель. Близкие люди всегда относятся к нам с любовью. Да, и Да, верно, да, верно. даже если вы где-то сделаете не очень, они вам скажут «машалла». Ну да. А вот как вот большая аудитория отреагировала? На самом деле люди, которые нас не знают, и мы, судя по профилю, судя по тому, как человек, Реакции, да. по реакции, мы понимали то, что человек религиозный, большинство тоже хорошо отзывалось, на самом деле. А кто-то ругался на вас? Да. Да. Ну-ка. А по какому поводу? Ну, вот с точки зрения, что мы как-то позорим наш народ. Да. То, что мы не крымские татары, и это не традиции. Если ты шагаешь, оказывается, современностью, это плохо. Да. Как прямо говорили. Да. Ну, Да, но вот это. отвечая людям, то, что мы не создаем традиции, там уже... То есть вы не соблюдаете традиции в плане каком? То есть вы смешали русский текст с крымско-татарским? Да, Это было? есть люди-патриоты, которые хотят слышать только свой язык. А мы просто люди такого поколения, то, что думаем, то, что мы не считаем это как за плохое. Мы расширяем аудиторию нашего языка. То есть много людей, с которыми мы знакомились, да, ездили на какие-то концерты, на какие-то встречи, нас спрашивали, какой мы национальности, мы говорили то, что мы крымские татары, и многие говорили то, что первый раз слышим. Вы выступали в Алмате? Да. Да, Кыргызстан. В Москве, знакомясь с людьми, мы это говорили, они говорят, мы первый раз слышим. И почему мы смешали язык? Потому что первая мысль это была расширить аудиторию, чтобы русскоязычные люди, которые знают русский язык, они задумывались, что между русскими словами за слова. И это сработало. А не есть ли это подражание знаменитой группе казахской Ирина Кайратовна? Да Не, мы референс не брали, мы Да, просто по приколу трек сделали. референса никакого не было. У нас вообще ни один наш трек ни по какому референсу на самом деле не был написан. Вот мы как чувствуем, так и пишем. А то, что если оно на что-то кого-то похоже, то... Да я даже не сказал, что оно похоже на что-то. На самом деле... Просто нужно понимать то, что в музыке есть артист и его стиль, а есть жанр. И некоторые люди путают жанр со стилем артиста. У вас какой стиль? Я в итоге запуталась. У нас все стили, на самом У деле. вас все стили. Да, Да. музыка Но не это- имеет границ. Да. Прекрасно сказано. Когда вы приезжаете в Казахстан, в Кыргызстан на концерты, вы же поете не песню про лепесточек лёна, то есть мем там не считывается. На самом Мем. деле этот мем настолько далеко зашел, то что там уже и считывается. Там уже Уже считывается. Да, Он потому уже что- вышел за рамки. Да, Да. вышел за рамки, потому что когда выкладывали эти песни, наши друзья с Алматы, выложили эту песню в люди, Ага. наши друзья с Алматы, с Москвы и других регионов, Да, они... тюркские народы Да, подхватили. Да, тюркские народы, они говорили то, что а как так получилось, то, что вы взяли его как за мем, а мы говорили то, что это Нормально. Это Вот это хорошо. типа... В других странах восприняли все прекрасно. И все поняли. Да, все поняли, всем так, грубо зашел, да. Все поняли, да. Но музыка это такая вещь, что она может нравиться не всем, мы это прекрасно понимаем. И... Но поете вы, вот и зарабатываете на треках не крымско-татарских, верно? То есть вы на русском языке На поете. русском. Доход на больше, да, с русских песен. А что это за песни? То есть они о чем? О любви, О любви в основном. о чувствах. Да, о любви, о чувствах. О любви к... Знаете, есть такая шутка, что крымским татарам можно любить только родину. Мы все любим. Родину, всех. Мы любим всех. Что-то знаете о крымско-татарских авторах, каких-то крымско-татарских писателей?
Я знаю много крымско-татарских писателей, которые писали стихи, но я не могу назвать их имена. Я забыл. А какое-то стихотворение не осталось в памяти? Нет. Нет, Нет. честно, нет. Кто такой Исмаил Гаспаринский? О, это я знаю. Это да, это Исмаил Гаспаринский. Много о родине помогайте. же у него. Исмаил Гаспаринский – это великий тюркский просветитель. У него много же о родине. О родине же, правильно? В том Я о том числе, думаю, да. Но в целом это человек, который мыслил настолько глобально для своего времени, и человек, который придумал новые школы и заложил основы образования, просвещения Да. не только для крымских Да. татар, для всего тюркского мира. Газета «Тарджиман» о чем-то говорит? Нет. Нет, Так. Нуман Челебиджихан – это кто? наш политик. Так. Джемиль, дополняйте. А вы знали, что он был... Деятель. Он, помимо того, что он был политиком, он еще был муфтием мусульман Крыма, Да. Литвы и Белоруссии. Беларуси? Да, Вот этого я не знал. да. Вы за пределами Крыма более известные. Судя по размерам ваших заработков, вы зарабатываете явно не с каких-то крымских просмотров и прослушиваний. Да. Как так получилось, что вы более известный, более востребованный за пределами Крыма? Я бы ответил бы так, то, что, наверное, люди просто... Мало людей в Крыму, кто знает то, что мы вообще с Крыма. И они в основном думают, то, что мы Так и было. где-то в Москве. Почему так? Потому что, наверное, Мы метились выше. мы метились всегда выше, да, туда, сразу. Мы с самого начала мы метились туда. То есть это сразу был расчет на большой рынок. Да, сразу туда. Да, и мы сейчас так думаем. Цель сделать мировой трек. Мы реально ставим цель сделать мировой трек. У нас с самого начала была задача это выйти на большой рынок и показать то, что мы крымские татары. А вы видели клип диджея Бибека? Нет. Про что? Я не смотрел, знаком я не очень. видел. Там использована тема роботов. О, нет, не видел. Но мне кто-то говорил, но я не смотрел. Надо глянуть, кстати. Давайте надо посмотрим посмотреть. прямо сейчас. Давайте. Такой сделаем прям живой разбор. Давайте. Давайте, да, вот просто Давайте. искренние эмоции вы мне скажете. Давайте, смотрите. Можно сюда сойти? Нет, все, я уже увидела. На вас интересно смотреть. Это в Крыму снятый? Да. Bebek Home компаниясы ақылы F системасының яңа реверацион версиясын тәқдим етті. Бұл Кирчиктен де жеп хабар. Сіз өмірінде зев қалған вақытта bu роботлар sizin бүтін F işlerinizni yapar. Bu ev автоматизациясының яңа дәврені башлай. Bu технология біздің дүниямызны насыл деңіштіргеніне шат olacakmız. Bugünden başlap bu innovasyon işlemeler endi bütün Bebek dükkanlarında satıla. Ну, у нас такого еще не делал никто, кстати, да? Мне очень интересная задумка. Кто сценарий писал клипа? Ну, видимо, режиссер. Такой, как иностранный, да? Не с нашими российскими там задумками. Он больше... Как будто европейский. Да, европейский клип. Смотришь, а видишь, что это не наш рынок, грубо говоря. Ну, наш это российский вообще. Вам нравится? Да. Ну, интересно смотрится. Интересно. Ну, меня не сильно цепляет, но интересно Ну смотрится. да, есть такое. Мой европейцев цепанет. Не сильно цепляет на уровне музыки или на уровне картинки? Картинка. Картинка не. Ну, я бы не сказал, что это слишком дорого смотрится. Ну да, как будто. Это недорого смотрится. Как будто да. Дорого смотрится, это Арут и Кизару. Видели клип? Нет еще. Романов снимает недешево. А кому он еще снимает? Ой, да многим звездам. Многим. Ну, я не знаю, можно говорить. Моргенштерн снимает. Он Моргенштерн снимает. Вот эти вы последние работы. Вообще, да. вы, кстати, наблюдаете, что происходит с Моргенштерном сейчас? Ну, По честно, вашему мнению? вот мое мнение, вот у него реально
есть нечистая сила, что есть контракт с дьяволом, какие-то вот сделка есть с дьяволом. Я в это верю, это реально есть такое. И у него вот он, у То есть него она пока у есть. него сделка эта работала, у него все Да, перло. да. У него кризис, потому что, наверное, Возраста. закончилась сделка, может. Поэтому кризис какой-то. Ну, то есть вы не думаете, что человек просто взрослеет и проходит эти этапы, когда он был скандальный, теперь он же переходит на новые какие-то уровни своей жизни и переосмысливает. Может и так. Вот вы сами, по вашим ощущениям, готовы покорять этот глобальный рынок? У вас есть этот контент, который захватит весь этот рынок? Лично у меня есть трек на английском про депортацию крымских татар. И вот он очень западно звучит, и еще я не рискнул пока его доделать, показать, рассказать о нем, да, своей аудитории. Но также у Юнуса есть очень много западных таких треков, которые могут очень спокойно разлететься просто всему свое время. Если вы один раз выстрелите, этого достаточно, чтобы заработать на всю жизнь? Если один мировой трек есть, этого достаточно на всю жизнь. поколение, мне кажется. Даже так? Даже так. А зачем тогда вы делаете трек на крымский уровень? Так почувствовали. Был ли момент, когда вы думали, что все, эта музыка не мое, надо завязывать, ничего не получается? Не было никогда такого. Вы понимаете, что выходя на глобальный рынок и говоря, что я крымский татарин, вы как будто бы становитесь амбассадором крымско-татарского народа на этой сцене, на этой площадке. Это же ответственность. Думали об этом. Это большая ответственность на самом деле. Да по-другому не скажешь, это реально большая ответственность. Вас не давит эта ответственность? Нет. Я думаю, что... Вы к ней готовы? Я думаю, что мы делаем все правильно и идем по верному пути. Ничего лишнего себе не позволяя, поэтому можем прославлять свой народ. Вас завтра спросят, а кто такие крымские татары? И что вы ответите? Это один из самых сильных народов времен. Всех времен. Да. Так. А скажут, обоснуйте, что такого сделали крымские татары, чем они так? Мы слишком много пережили, чтобы молчать. Так, раз. Хорошо. Что могут дать сегодня миру крымские татары, кроме боли? Культуру, язык, который понимают почти все тюркские народы. Вы говорите на крымско-татарском языке сегодня? Не со всеми, но... Не со всеми, не так часто, Говорим. вот так вот сказать. Не так часто, но говорим. разговариваем. Да. То есть уровень бытовой какой-то? я так понимаю? Да. То есть разговорный, как-то вести диалог спокойно можно, да, но, к сожалению, не прям вау литературный язык. Вот по поводу еще ваших треков. Ваши треки – это искусство или это все-таки средство заработать? Искусство. Но вы же видите цель заработать, и вы к ней идете. Но мы не ставим ее на первое место. Мы ставим на первое место сделать трек, который нам понравится. В первую очередь мы делаем треки для себя любимых. Но это, оказывается, еще кому-то нравится. А где грань, скажите мне, вот между творить для души и продаться за деньги? В музыке, так же, как и в любом бизнесе, есть коммерческий товар. Люди, которые хотят заработать на этом, это сразу видно. Коммерческие песни, как он это подает, что он делает, какой жанр популярный, и он делает это. Это сразу видно по артисту, то, что он коммерчески хочет заработать на этом. Это не творчество. Творчество Но у вас это... же коммерческие треки. Мы делаем так, как нам по душе, а коммерция она стала, потому что это люди решили. Коммерция больше всего, знаете, это душевные треки. Вот и все. Вот это и есть коммерция. Душевные треки. Люди сами решают, коммерция это или нет, а мы делаем то, что нам нравится. И оказывается, это коммерция. Есть кто работает по шаблонам, есть кто работает по душе. Вот то, что ближе по душе, вот ту эмоцию, которую он передал в песне, это и есть твоя коммерция, грубо говоря. Человек хочет слушать вот эту боль, которую ты, грубо говоря, ему передаешь, эту эмоцию, эту любовь, там, неважно. К родине, к человеку или к кому-то другому. Ты передаешь это все в микрофон. И если ты врешь микрофону, человек тебе не поверит. Угу. Поэтому мы говорим о коммерческой музыке. Люди, которые пишут коммерческую музыку, это сразу видно и слышно, потому что он врет в треке. Да, трек зарабатывает, но творчества там нету. Я отлично такое. То есть вы услышите трек, и вы сразу понимаете, душа типа, врет он или не врет? Или да, коммерция? 100%. 100%. Это любой. Мне кажется, человек, который даже в музыке близко даже не прикасался, он это поймет. Я понял то, что не мы решаем, хит это или нет. Это все решают люди. Не сильно, возможно, да, грубо говоря. У нас много треков есть, которые мы чувствуем, которые но они сильно не раскрытые. Да. Есть недооцененные треки, еще это тоже нужно понимать, то, что
люди, есть рынок, очень много от чего отличается, и бывает то, что тебя или затмили, или люди просто недооценили трек. Это тоже очень важно. То есть очень много всяких А нюансов. спустя время оценили? Может быть, да, вот, например... Вот самая сильная стрельнутая работа «Гонконг», я ее выпускал. Да. Это как Гонконг, ты как Хомбург, укрывает дождя, будто зон, ты мой сон, горизонт, но мы ведь с тобой не вдвоем. Это как Гонконг, ты как Хомбург, укрывает дождя, будто зон, ты мой сон, горизонт, но мы ведь с тобой не вдвоем. Проходит полгода, и только потом она начинает стрелять. Я увидела у вас награда за эту песню. Да. Эта песня стала какой-то отличительной, да? И какой там у вас платиновый статус? Да. Что означает платиновый статус трека? Платиновый статус — это значит статус продаж. Вот, грубо говоря, есть прослушивание, за которое Да. дают платины. Есть статус продаж. Вот у нас по статусу продаж дают платину. Более 1 миллион продаж. Этого трека? Да. Как вы его написали? Мне было лет 17 на кухне своего дома. Я включил мелодии и по нему написал. Как-то спонтанно получилось. Но я его не хотел выпускать. Меня уговорили его выпустить. Лейбл, вот эти отношения внутри лейбла. Я услышала, это семья, это агашки. А насколько лейбл давит на вас, как на артиста? Никак. Никак не давит. Нет никаких условий. Вот Ушел так, в вот так. депрессию, впал, вот нет настроения, ничего не пишется. Не Или у вас пиши. должна быть какая-то выработка, трек в месяц. Да, это есть. Да, такие, есть. должно это, присутствовать. да, но это нам не поставили такое условие, это мы сами решили. То, Это что мы сами придерживаемся этого как артисты. Это даже... с опытом мы поняли то, что нужно расти. То, что рынок сейчас такой, то, что ты должен... Самое сложное сейчас для артиста – это не написать музыку и песню. Самое сложное для артиста – это сейчас донести свою музыку до людей. И мы с опытом поняли то, что чтобы расти, чтобы люди нас услышали, чтобы мы радовали свою аудиторию, да, которая есть, нужно выпускать песни раз в месяц. Какие треки вы слышали из последних крымско-татарских певцов, исполнителей? Девам или как? Девам, да. Девам. Очень Фатма Джапар и Сиран 762. красивый трек. Вам зашло? Да, особенно переход на девушкин парт, это... Да, девочка там разнос. Это очень круто. А Наримана Балича вы узнали? Вы где-то его слушали? Нариман Агашка, это Говори. это любовь. Нариман Агашка – это кайф. Он один из самых, наверное, талантливых тоже. И один из культурных таких людей, знаете, с которым очень можно красиво побеседовать о чем-либо, о чем угодно. А вам не кажется, что крымско-татарская эстрада, сцена, она застряла немного в прошлом? Да. Кажется, да? В каких годах застряла? В 2000, наверное... Пятом, наверное. Пятом? Как будто. Да, я только хотел сказать, кстати. 2005, 2006, 2007 год. Вот как будто мы родились с ним, и они такие, все, мы тормозим. Ну вот Девам чуть-чуть. Вот мы вот послушали. Да, Немножечко шажок такой, как будто слышим. я когда первый раз слушал этот трек, я такой, о, Зацепил. вот это да, вот это хорошо. Ну а потом в итоге и дальше я не услышал. Я на самом деле, когда услышал первый раз этот трек, я думал то, что спичку зажгли. Люди перестали как-то бояться, что ли, я не знаю. Просто пока спичка горит до сих пор. И вот мы немножко так к сухой траве ее немного, эту спичку. А вы как справляетесь с хейтом? У вас наверняка есть хейтеры. Ну вот сейчас стало больше. Молча. Никак не отвечаете, не Ну, вступаете? мы чуть-чуть отвечаем, но мы... Отвечали, так. Да, отвечали, но... Но потом поняли, что не надо. Мы прям с добром. Прям. Мы как-то пытались на этот хейт ответить какой-то шуткой, но когда люди прям воспринимали эту шутку в вилы, мы поняли то, что, походу, люди шутки не понимают. Но мы всегда с добром. То есть мы никогда не ругались ни с какими хейтерами, не выясняли какие отношения, никогда ничего такого не было. Мы просто или молчим, или с добром отвечаем. Слава – это кайф или ловушка? Поначалу кайф, потом ловушка, наверное, да? Кайф и... Да, в чем ловушка, кстати?
Ловушка, потому что ты становишься заложником. Не все выдерживают это испытание славы. Да, кстати, зрительское вы имеете в виду, вот когда Конечно. узнают, Да, смотрят. да, да. Они, кстати, очень много мы замечаем, вот и я замечаю, что чем больше там сфоткаются, смотрят и так далее, энергии у меня нету к концу дня вообще. Да. Хотя я ничего не делал. Да, на концерт приходишь, даешь этот концерт, потом выходишь, фоткаешься со всеми, а ты домой приходишь выжатый как лимон. А по факту там, программная работа час-полтора там длилась, и, где мы просто понимаем, что такое тяжелый труд, и после этого ты устаешь так, как будто ты занимался этим тяжелым трудом. Это на самом деле очень... Это как мы будто бы удивлялись. в этом чуть-чуть тяжело. Да. Но в основном это позитивные эмоции. Тебя узнали, тебе так приятно. Тебе очень хочется отдаться этому человеку, типа, вот тоже с позитивными эмоциями. Грубо говоря, вот там можно, пожалуйста, мы никогда не отказываем никому. Никогда. Вот подойдет, а можно видос с вами снять? Ой, куда бы мы ни спешили, мы тормозимся. Как насчет Давайте. звездной болезни? Нет. Нет, вообще. Смотря какой человек, это нужно на раннем этапе смотреть. Вы переболели или вы еще не заболели? Не болели Не вообще. болели вообще. И слава Всевышнему, что мы не болели. Наверное, не болели, потому что всегда были вместе и всегда друг друга поправляли. Да. Мы здраво, вот, грубо говоря, мыслим насчет этой У темы. нас, да, Вот так- разнесут вас завтра просто в хлам, скажут, все, вот творчество ваше, это ни о чем. Это Так. просто полное дно. Так. Да. И И- причем какой-нибудь такой серьезный критик или какая-нибудь серьезная площадка Так. или что. И наши отношения, что как должно поменяться? Ну, Нет, вы не ничего не будете поменяется. страдать, Ничего не поменяется. обижаться, говорить, вы просто ничего не понимаете. Нет, вообще нет. Нет. Обижаться не будем. Вот за меня, грубо говоря, вот я понимаю, что мой голос слушало больше миллиона людей. И за меня все говорят, грубо говоря, мои слушатели, которые меня слушают постоянно, которые на Яндекс.Музыке у меня большое количество прослушиваний. Вот они за меня Самая говорят. большая площадка, на которой вы выступали вживую. Ага. Давайте, наверное, возьмем Бишкек. Это было круто. Там в этих странах, в Кыргызстане и в Алмате, это был номер один трек. Просто номер Всё один, пошло с тренд, этих стран, все. да. И вот везде этот трек. И я только вышел с этим треком, люди меня не знают, не видели ни разу. И они просто вместе со мной понял, что такое вообще сила трека бывает, когда с тобой подпевают весь зал. И ты слышишь это, и вот это чуть-чуть невероятные эмоции, которые я хотел испытать. И так получилось, что я все-таки галочку для себя поставил, что я испытал, когда с тобой подпевают тысячи голосов, да. Да. Что вообще для вас вот мой ватан? Какое-то есть определение? Это какая-то химическая любовь. Вот я понял, когда мы уезжали куда-то далеко, что как невероятно тянет на родную землю. Как хочется, оказывается. Вот это мы поняли. И для себя сказали, что мы здесь хотим всю свою жизнь провести. Ни на что не хочешь менять Крым. Вообще, абсолютно. Что бы вы хотели, чтобы люди о вас сказали через 20 лет? Они легенды. Знаешь, что такое легенда? Сейчас я тебе покажу. Это что за статуэточка? Не возражайте, я ее возьму. Да, берите, можете домой Так. взять. Это тренд года. Мы получили в 2020 каком В 2024 году, да? В прошлом году вы получили. Нет. Да, в 24-м здесь 24-м, написано. да, все В правильно. 2024 Это за какие году. достижения? Это за тренд года. Трек стал один из самых популярных. Более миллиона клипов это на то время, когда шел тренд. И В миллион социальных сетях, да? Да, сделано? миллион всех. А. Миллион клипов это именно тренда, если не брать в общем трек, когда без тренда еще вируситься начал. Да. Так, круто. Так, вижу здесь пластиночку. Пластиночка Скриптонит 2004. Да. Это у нас тут проигрыватель. Так, Ну, вы слушаете типа, пластинки, затмил. да? Иногда слушаем, конечно. Иногда слушаем. У меня такая же есть, только черная. Мгм. Повсюду я вижу вот этих вот мишек. Это болезнь Bear наша. Bricks. На самом деле, да, реально болезнь. Обожаемая. Он везде. Картина. На первом этаже. Вот сейчас спустимся, тоже покажем. Какие-то,
Они, грубо говоря, невероятный какой-то... Эстетика. Да, эстетику добавляют. Я хочу попросить вас мне что-нибудь показать, да? Такой, можем ли мы устроить какой-то эксклюзив для наших зрителей? Давайте. И, так сказать, самыми первыми они услышат ваш следующий хит. На заготовке у нас готовится один трек с одним Очень известным. Так. очень известным человеком в Крыму. Там есть пока что только... Из крымско-татарской культуры? Да. Да. Так, из очень крымско-татарской интересно. культуры. Возможно, это один из тех, которых вы нам сегодня показывали. Да. Ну, вы можете мне какие-то фрагменты показать без того, чтобы сливать интригу? Давайте. Да? Давайте покажем, да. Вот это приоденьте, и вот так направо вам зачешем. Вот так. Ну, приоденьте. Давайте. давай, Чего уж, давайте. Только это надо сделать, подожди. Бір қартлықта, бір яшлықта. Давайте. Я, конечно, не уверена, что сейчас у меня туда поместится шевелюра. вас сделаем настоящего рэпера. Я так волнуюсь. Так, давайте. Да. Давайте, я вам помогу. Дальше, что надо делать? Вот дальше вот. Ну, Громче. а руками как делать? Вот она. Да, вы прям жестко. Мы не носим кепки, мы носим только колпак. Это новый этап. Хором хип-хоп, чтобы не тупить. В матери китак, вина мой новый мап. Потом хип-хоп. Мы не носим кепки, мы носим только колпак. Все, берете? Да. Как назовем Это- вас? Мне надо тоже придумать что-нибудь. Надж. Мне надо. Надж. Да? Во. Четыре Не было буквы. такого никнейма. Нету, да, это эксклюзив. 4 буквы. И тоже 4 буквы. Да. Кстати, да. Вы сразу влились? Конечно, что я. В нашей теме. Мы это тогда сделаем рилсом. Ну, кстати, да. смело Можно, да? можно. Нормально вообще будет? смело. Да. Так, и еще, что я хотела? Какой-то лирический мне поставьте, вот этот ваш. Мгм. Окей. Ты царица всех морей. Сколько потонуло в твоем море кораблей. Мои сказки потрудней. Сыграю с ней спектакль, а не чертов дюссалей. Люби меня сильней. Ты не проста, ведь королевских ты кровей. И до конца всех моих дней. Не только мои. Я нашел именно ту, что в сердце меняет пульс. Цепляется душу там и тут, пусть бегут. Туда, где бьются только провода. Туда, где я один уже не буду никогда. Ту, что в сердце меняет пульс. Цепляется душу там и тут, пусть бегут. Туда, где бьются только провода. Туда, где я один уже не буду никогда. Пером чернилами исписанный мой черновик. И здесь я тоже смотрю у вас эти мишки. Свяжете ли вы свою судьбу с не крымской татаркой? Нет. Это принципиальная позиция. Не принципиально, но просто хотелось бы. А если так вот все, влюбился, а она не крымская татарка и даже не мусульманка? Надо родителям как-то объяснять, значит. А родители? А родители должны понять наше объяснение, получается. Да. Но они не поймут. То есть у вас в семье установка жесткая жениться на крымских татар? Да нет да, установок, просто есть установка праведная жена, праведная женщина, которая праведно воспитает твоих детей. Это Но тоже вы важно. хотели, чтобы ваши дети говорили на крымско-татарском языке? 100%, конечно. В этом прям сомнений нет. Что говорят вообще ваши родители о вашем роде занятий? Они не говорят «балам», вот у етерен дашо, хайт. Займись делом, балам, не Поначалу говорят? так всегда Начало было. всегда такое. Но они что поймут? Вот они из деревни. Для них и просто для всех детей, людей, старших, взрослых из деревни, они только в телевизоре смотрят вот этих вот звезд, как они видят. Да? Для них это что-то нереальный мир какой-то. грубо Поначалу говоря. всегда так. А потом, когда более-менее родитель какой-то видит какой-то результат, да, то, что ребенок любит этим заниматься, то, что ребенок на этом может зарабатывать. И у ребенка получается. Да, то, безусловно, потом родители понимают, это, оказывается, вот так можно. А фанатки вам сильно докучают?
Надоедают. В каком плане? Надоедают. Фанатки пишут. Пишут очень Что пишут? много, очень много. Пишут, что пишут. Ну, разные. Да, характеры. разные. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Я никому. Ну, кто познакомится, Никому. кто неприличный. Даже так? Да. И такие Да. есть. И как вы реагируете на такие? Никак. Мы никак не реагируем. Мы Просто не вступайте в переписку, да? Вообще нет. В основном мы вообще сообщения не читаем. Только если Если по периодически, работе, там, когда- периодически заходишь, смотришь, мало ли там какое-то предложение от чего-то, Да, от да, кого-то да, там. да, А так, если там какой-то типа привет, там От просто неизвестного человека привет. Ну что, ты с ним будешь о чем общаться? Но судя основном- по тем песням лирическим, чувства у вас какие-то есть. То есть какие-то избранницы ваших сердец, они существуют. не знаю. Это уже большой секрет. А вы работали вот в теплицах, продавали ли Да. что-то на рынках? На Да. рынках нет, но в теплицах работал я. Я Что в теплице. выращивали? Редиску. Помидор, редиску, огурцы, картошка. Видишь, ну я там многопрофильная теплица была. Брат, ну я у Харбабашки был большое время. Мне- Харбабашка, Биташка, по Анашкиной, по Бабашкиной линии. Они понимают, чем вы занимаетесь? Да. Им нравится. Они слушают? Да, конечно. Серьезно? Харбабашка каждый день комментарий ставит на мой новый видеоролик. Это стабильно. По поводу, слушайте, ваших видео. Вот знаете, когда у людей появляются, у артистов деньги, они начинают снимать дорогие клипы, вкладывать вот в эту визуальную часть. Ваши клипы, ну, не обижайтесь, но они же сняты на дороге. Вы Да. просто На берете... телефон. И на телефон, да, вы даже на операторов не тратитесь, вы просто берете каких-то своих там корешей, да, Да. выходите на дорогу, и вот вам новое видео. И У нас есть средства снять ненормально крутой просто ролик. Ну. Что просто это, мы можем подключить московских операторов, которые снимают звездам масштабных таких, можно так сказать, Почему вы этого не величин. делаете? А смысл? Вообще, грубо говоря, клип снимается на популярный трек. да. То есть клип это второй момент заработка, чтобы трек, когда стал популярный, ты его выкладываешь, и чтобы еще ты с клипа заработал. И Как бы твой это так фейс работает. больше увидели. Да. Чего не хватает крымско-татарской сцене, эстраде, чтобы вырваться за пределы? Выйти за рамки. Да, выйти за рамки, да, Крыма и стать популярными. Стрельнули Ирина Кайратовна, да, стрельнули сейчас башкиры. То есть почему Не крымские хватает татары какого-то, не я не знаю, я даже не знаю, что не хватает, но явно они отстают. Вот это Мы. вот, мы отстаем, да. Мы, вот, грубо говоря, все. Мы вот потихоньку стараемся. Может быть, куда-то боязнь прийти к чему-то. прийти, принять, учиться, не знаю, может быть, какое-то высокомерие, там, не знаю, прийти к лучшему, спросить у него какой-то совет, как-то прислушаться к старшим, я не знаю, может быть, это мешает, но я не Как знаю. будто мы не делаем то, что надо. Да, как будто вот люди просто специально, типа... Что надо? Вот что надо? без У вас есть понятия. за Люди пределами... должны немного Вот проснуться. сюда как будто. нужно попасть. Крымско-татарская музыка. Пением, голосом, подачей, манерой. Вот сюда надо попасть. Вот она метится просто и все. А кто-то не метится. Вот и все. Многие люди написали то, что это не по традиции, этот трек не по традициям, это позор народа, но мне кажется, то, что даже народный крымско-татарский трек можно сделать так, то, что ты будешь сидеть и делать вот так. Я знаю, что вас еще хейтили за эту биташку, голос которой звучит в этом фрагменте, да, из мема. А почему вас хейтили? Обиташки сразу говорю, мы не хотим говорить. Нам не интересно вообще, кто она, что она. Но это реальный человек. Это реальный человек. Вот она как-то в WhatsApp, в WhatsAppский, чат скинула свое голосовое, якобы отправляла сына, но попала в чат, да, грубо говоря, где вот много людей. И Мне вот как оттуда... вообще, то есть эта биташка, это... Контактов у вас с ней нет? Нет, и не хочется не хотим. заводить. Нам не интересно, что Вообще там, как там, не поддерживаем, не восхваляем, никого не продвигаем. Нет, нам это не надо. Мы продвигаем только свою музыку. То, что люди себе надумывают, это пусть Она надумывают. просто была зацеп для настроения. Это юмор. Кто бы ни сказал это слово, это все юмор. И мы восприняли это как юмористический трек, фрагмент, который знает
Почти каждый, да? Почти крымчанин. почти каждый крымчанин. Мы взяли это просто за ха-ха. Всё. Ну, вы хайпанули. Для настроения. Вы же Да, хайпанули, круто. Мы не целенаправленно не били в эту точку, Да. но Как бы мы странно. понимали, что это что-то принесет, плоды даст. Мы когда это поставили, мы понимали то, что это зацепит. Чуть соринка маркетинга там присутствовала. Соринка. Да. Да, по-моему, бревно. Что вас бесит в музыкальной индустрии? О, это прекрасный вопрос. Бесит то, что люди слушают то, что какую-то шнягу. Полное дерьмо. Люди слушают просто перебивки, 4 слова и какой-то маленький подкуплет. Просто люди слушают то, что модно. Тупо стадо. Очень много работ, которые проходят, которые невероятно творческие. Там невероятный вокал, музыка, вся вот эта... Все, вот человек собрал свое творчество в одном треке, это невероятно звучит, это круто, и ты представляешь, как это будет звучать на сцене, но люди это не оценивают, потому что это не модно. И все, это не слушабельно. Ну, я с ним согласен в этом случае. Да, есть такое. Айдер, я знаю тебя с команды КВН «Люди Т», да, легендарная команда, в Да. свое время когда-то очень громко звучала по всему Крыму. И вот сегодня... И не только. И не только, да. И вот сегодня кто где. Вот, кто пошел в продакшн, да, кто уехал, кто остался, кто ведет свадьбы. И, по-моему, ты единственный, кто пошел в музыкальную индустрию. Так, нет. Нет, кто еще? Смотрите, у нас в команде была имени Мустафаева, она Да, у нас вокалистка да, да. была и певица. Но она и была и до этого. Да, и вокалисткой. у нас есть еще такая талантливая участница была, это Севиль Велиева, она сейчас в группе Арти Касти. Да, да, следим за ее успехами, это очень круто. Да. По всей стране, молодец. Но именно музыкальным продюсированием стал только ты заниматься. Ну, потому что в целом я и командой продюсировал, если так можно назвать. Как бы я был кэпом команды, все собирал, все делал в команде. И получается, этот, можно сказать, навык с КВН остался. И здесь то же самое команда, только уже чуть-чуть другая направленность. Если здесь мы сидели, писали постоянно, а здесь ты пишешь, только уже делаешь музыку разную. Но у меня же есть тебя... еще не только же, Юник и Джемми, которые в эфире. У меня есть Сани, Саниешка, Даша, Дарий. У меня есть стейдж-группа, у меня есть... Сколько всего Ремзик. артистов? Ну вот, всех назвался. Почему это все образовалось? Я же концертами занимался, я возил артистов. И Например, приходит но время... возил, кстати, по поводу этих артистов еще поговорим. Да, я просто вам рассказываю. И ты, получается, год, 2, 3, 5 лет, 6, 8 лет возишь, и тебя это начинает заё. Понимаете, о чем я говорю? Да. Зае. Понимаете, о чем я говорю? Я догадываюсь. Вы догадываетесь, да, зрители тоже. Вот, и ты думаешь, было бы круто, если бы сделать свой какой-то продукт, свой проект, и просто тоже, чтобы ездить по стране, тоже зарабатывать, тоже, чтобы меня там укатывали, там райдер, машины, там технический райдер, там бытовой райдер, отели. Все, что, грубо говоря, здесь мы делаем, как организаторы, чтобы тоже выезжать. У меня просто такая мысля была, и через месяц-два выходят на меня ребята молодые, пишут, типа, ассаляму алейкум, и дорога, мы вот треки делаем, вот послушайте, можете вы вот концерты делать, можно выступить, может вы нас возьмете к себе. И я вот с ними пообщался, это группа Тейдж были. Да, давай, мы сделали первый альбом. Мы уже знаем, что такое лейбл, как это работает. Мы набили шишки, нас там пару раз обманули, кинули, так скажем. И на деньги, и на треки. То есть мы уже все, когда вот дорожка у нас протоплена, ребята пришли уже, грубо говоря, на протопленную дорожечку, и где мы уже знаем, что нам делать, как двигать, как работать в этой сфере. Вот. По поводу артистов, которых ты возил, там же было много кавказских исполнителей. Я сейчас имена их не вспомню. Лагучев был, до этого был Ильдар Далгатов. Да. Смотрите, мы возили тех артистов, которые были здесь слушабельные, вот которых, то есть ты на свадьбе ведешь и слышишь, что этот бродяга заказывает через раз. Естественно, ты думаешь там,
Все надо звать. Ну а как насчет крымско-татарских артистов? Почему ты не устраивал концерты для них? Да? Почему Ты- я постоянно вез, устраиваю? Нет. Какие? Каких Да. артистов ты приглашал, устраивал? У меня вот, если вы возьмете года, так 15, 16, 17, у меня были раз в месяц вечеринки, и где там постоянно, ну только Вот наши эти были. скандально известные кавказские вечеринки? Нет, смотрите, я не делал кавказских вечеринок, я делал концерты, где просто приезжали там артисты, там Славо, он не кавказец, ну, например, да? Мгм. Это лучшая свадьба, слышали? песню? Да, да, да. Вот, ну то есть Это не крымско-татарские артисты, и было очень много хейта в адрес вот этих концертов, потому что, привозя таких, ты как будто бы унижал крымско-татарских артистов. Значит, они у себя в Крыму не могут организовать себе концерт, в то же время приезжает какая-нибудь звезда из Пятигорска, так. и она тут звезда. А наши певцы, которые по уровню ничем не хуже, по музыкальному, то есть, опять-таки, это наша культура, они как будто бы уровнем ниже. Да, то есть вы хотите сказать, что я, делая концерты какому-то артисту, я Эльдару унижал... Далгатову? Да, из-за Эльдара Далгатова кто-то унизился из наших артистов? Хейта было много, и осуждения Нет, было хейт он много, будет что, всегда. Я не что говорю- это именно мешает нашей культуре развиваться. То есть, соответственно, те деньги, которые, например, люди могли отнести на концерт, допустим, Арсена Османова, они несут к Эльдару Далгатову. Нет, смотрите, человек, который любит Арсена Усманова, он пойдет к Арсену Усманову. Человек, который любит Асану Белялову, он пойдет к Асану Белялову. А есть человек, который любит, там, я не знаю, Ислама Итляшева, да, мы тоже его делали. Мгм. Он и пойдет на Ислама Итляшева. Тут никто не должен оскорбляться, или здесь не было целей никаких у нас кого-то унизить, это ни в коем случае. Мы, наоборот, любим своих артистов, мы их поддерживаем, мы делаем концерт. Вот мы недавно сделали Гадерлес, где исключительно были все крымско-татарские наши исполнители. С То есть новыми вот эти все артисты, это песнями. чисто зарабатывание денег, для души это Да, у Хедерлес, меня вот ИП концертной деятельности, я и делаю концерты, да. это аудитория, которая приходит на твои кавказских вот этих вот исполнителей, да, с именами восточными, Мгм. это же крымско-татарская аудитория. Нет. То есть не крымские татары Нет, тоже ходят? Конечно. Какой процент Конечно. не крымских татар? Ну, смотря какой артист. На Ислама Итляшева где-то 40% были крымские татары, 60% не крымские татары. Сколько стоит пригласить артистов лейбла «Люди Т-Music» куда-нибудь? Ну, Вот Юник 250 тысяч стоит. сколько программа его? 45 минут. 45 минут, Да. и есть готовая программа. Да, Один артист? да. А по Крыму такие есть приглашения на Нет, корпоративы? По Крыму, зовут на свадьбы сейчас из-за этого трека. Серьезно, «Листочка». начали звать? Прям очень много на свадьбы, на день рождений. Но я Так. отказываюсь. Я это говорил и на многих передачах, что свадьба это не для... Я не против свадеб. Но мои артисты не будут выступать на свадьбах. И если будут, то за вот такой большой гонорар. Почему? Это падать ниже какого-то уровня? Нет, Что это я не считаю это ниже уровня. Просто свадьба это, как можно сказать, когда ты часто в народе, ты Мгм. потом не будешь вкусным. Вот вы постоянно кушаете гречку, и все, она вам потом невкусная становится. И вот так ездить даже за 50 тысяч на свадьбу неинтересно. Мгм. Я сейчас не говорю, что мы Но многие такие там артисты так не крутые. думают, которые выступают на Нет, свадьбах. смотрите, просто есть у каждого своя цель, каждый сам себе ставит, что он хочет. Я не против, можно и за 5 тысяч выступать на свадьбах. И это тоже хорошо. У вас продюсерские контракты, Конечно, да? конечно, да. Секрет ли, насколько процент от доходов вы делите? У меня Можно все ли задать все этот по-честному, вопрос 50 вообще? на 50. 50 на 50. Да. Я А- вкладываю все финансы, а они вкладывают свой труд. Все по-честному. Айдер, такой вопрос. Вот мы долго пообщались с Юником, с Джемми. Джемми, И, мой красавчик. Ладно. красавчик, да? Скажи мне вот только честно, только мне. Ты в них видишь артистов мирового уровня? Да, здесь такая музыка. Да, здесь такая музыка. Мирового уровня. Да. Да, вижу. Знаете почему? Потому Почему? что с нашего же лейбла артист, который просто шел к этому,
ну, работал и работал, Да. как я вижу, мои пацаны, пахари, они пашут в этом деле. Он стал мировой. Это Адам с треком «Жүрек». Он залетел в мир, и он, пожалуйста, Европа, сейчас, вот он сейчас в этом, в Египте. То есть это наш друг, мы с одного лейбла с ним, он пахарь, он То есть у ребят заслужил это. это вполне реальный путь. Я не то, что вполне, я на это, я, может быть, больше них надеюсь на это. Потому что это и твои деньги тоже. Это не то, что, ну, это в первую очередь это мой проект, это мое лицо. А потом уже, конечно, деньги. Получается, Айдер, ты такой самый продуманный оказался из всей КВН-команды. То есть все, условно говоря, артисты борются за вот этот маленький микро-крымский рынок, крымско-татарский, даже не крымский, а ты один понял, что надо стрелять за пределы Крыма. Да? Да. Ну, спасибо за откровенность. Да, нет, давайте я серьезно скажу. Давай. Смотрите, я понимал, Мгм. что крымских татар в Крыму мало. Да. Что, сколько То есть нас? ты мыслил как 600 бизнесмен. тысяч? Да. 500 тысяч. Да. Даже эти прослушки, они нам не хватит, чтобы окупить клипы, ну, грубо говоря, вложения. Так. Поэтому я смотрел на рынок СНГ, так скажем, Мгм. изначально. Хорошо ли зарабатывает Ой. артист сегодня с вот этих стриминговых платформ? Если тебя слушают, ты можешь очень хорошо заработать, а можешь и очень-очень хорошо заработать. Очень-очень. Да, очень. Я сейчас хочу перепроверить одну информацию, Так. которую сказали твои ребята, пока тебя не было. Да. Значит, про деньги. Мгм. По некоторой информации, самая максимальная сумма, которая была заработана в Мгм. месяц суммарно со всех платформ, Мгм. 40 тысяч евро. Это правда? 40 тысяч Евро, да. Нет. Так. Почему? Потому что больше было. Больше было? Да нет, шучу. Да я вам не отвечу на этот вопрос. То есть вы какие-то проводите статистику? Так, в этом месяце мы заработали от вот столько-то, в этом месяце что-то слабо. Ну, какой-то смотрите, анализ. есть анализ квартальный. Мгм. То есть каждый квартал мы получаем отчеты, смотрим, сколько слушают, где слушают, Мгм. кто сколько заплатил, и потом выплачивают нам. Ну, этих денег, я так понимаю, хватает, чтобы ребята жили, содержали себя. Вот Юнус сказал, что он содержит своих родителей сегодня, Да. помогает им. Да, У тебя есть семья, ты строишь дом. да. То есть на все эти расходы твоей деятельности хватает. Ну, у меня не только же лейбл, у меня А что еще? магазинчики есть народного потребления, так сказать. А еще ты вышиваешь, да, по ночам. Да, и еще свадьбы. Строчишь на еще машинке, свадьбы ведешь. Ну, уже отхожу немножко, но уже отхожу. Тоже берешь, да? эти Ну, заказы? беру, да. Все-таки свадьбы, у нас все заточено на свадьбах, вся наша экономика крымско-татарская. Да я же говорю, ну, я не против свадеб, просто здесь чего ты хочешь достичь. Мгм. То есть, если тебе надо здесь и сейчас, иди на свадьбу. Если у тебя есть терпение, 5 лет ждать, ну вот Мгм. Юник, чтобы сейчас обеспечить, как он говорит, тебя и свою семью, он шел к этому 3 года. А какие-то были такие скандальные ситуации, когда тебя обвиняли в кидалове, каких-то таких неприятных моментах? Да, был у меня один артист без имен, артист Н, можно сказать. Да, конечно. Артист да. Н. Сам факт интересен. Сам факт, да. Ну, было такое, что пытался меня, я не знаю, как сказать, очернить. Опорочить. Да, опорочить, да. Но благо у меня окружение адекватные люди, и все понимают, что, ну, как это работает. Ну, то есть, не знаю, у него ничего не получилось. На какой машине ты ездишь? У меня нет сейчас машины. Пешком ходишь? Нет, в аренде. Ну, я взял в аренду машину, моя машина едет. Едет откуда-то, да? Откуда? Какая марка, какая модель? Будет. Ну, я себе смотрел, смотрите, я не гонюсь за машиной. Вот как я скажу, мне абсолютно все равно,
Мне главное, чтобы было мне удобно. Мне удобно сейчас 7-местная машина. Я себе гоню 7-местную машину. Потому что дети? Да, альхамдулилля, у меня 3 детей, жена, Машалла. родители, какой-то дува, что-то, дни рождения, свадьбы. Мгм. Мы сели, грубо говоря, моя семья 5 человек, и мои родители, вот тебе 7 человек, сели в машину, поехали. Шевролет Орландо у меня, ну, не секрет, едет. Айдер, такой вопрос. Вот сейчас молодые какие-то артисты, которые захотят двигаться, да, самостоятельно, либо с какими-то продюсерами. У нас же вообще до последнего времени не было этого слова, да, то есть вот продюсер как менеджер артиста, у нас такого не было. Сами как-то артисты сами себе были менеджерами, худо-бедно. В этом и проблема. Я тоже считаю, что в этом Когда проблема, да. у тебя, понимаете, здесь ты кто? Ты, ну, грубо говоря, если ты жадный, Да. они же как потом мыслят, вот как у меня вот человек Н, помните, я вам говорил, вы Да. спрашивали. Человек Н, он как сказал? Он же сказал, когда, грубо говоря, я его начинаю двигать, а потом он говорит, а зачем мне лишний рот моим же артистам? Ну, то есть наущает такое, да, понимаете, о чем говорю? Да. То есть он говорит, а зачем нам лишний рот? То есть, когда ты не мог записать в студию, там, 2000, там, 5000 отдать, то есть, этот рот тебе нужен был. А когда уже у тебя есть небольшой успех, и ты можешь идти еще выше со мной, и ты потом говоришь ребятам, а зачем мне лишний рот? То есть, это говорит о том, что, ну, жадность. Слушай, ну тогда, значит, можно и хайпануть ради денег, да, там согласиться на какой-то откровенный клип, например, да? Да, это мы Какой-то- сразу убираем. Мы для Сразу себя убираем. решили, нет. У нас ни сисек, ни писек никогда не было в клипах. Мы стараемся, ну, уже сейчас матов точно нет. Вот даже если вы послушаете изначально трек «Кленчик», А я слышала. слышали? Вот, то есть первая версия, там даже маты были. Да. Там были маты, но мы как бы сделали, мол, ха-ха, ну, тебе это, вот сейчас тебе это прикольно. Но когда ты поспал, ты думаешь, блин, там она же говорит, на багла говорит же. И ты Можно думаешь, я не буду это запихивать? нет, это надо запикать, пожалуйста. И ты думаешь, блин, ну вот сейчас же будут мои там дети слушать, мои родители слушать. Ну, Мгм, то есть, да. тебя вот это останавливает. И поэтому мы стараемся не матов, то есть мы все маты почистили, все так оставили, только там сера, найди там лепесточек клена. Все, это безобидная фраза, которая, если кто-то что-то нам за это говорит, он просто притягивает за уши. А что бы ты, как продюсер, посоветовал тем молодым ребятам, которые сегодня мечтают о музыке, либо уже начали делать первые шаги? Здесь только один совет. Пахать и пахать. Больше ничего не надо. Если ты будешь работать, делать, у тебя все получится. Ну и самое главное, верить в это дело. Это тоже очень важно. Помните, я вам говорил, что потом все равно даже у Юника, я помню, мы разговаривали с ним, у него были и сомнения по поводу этого. То есть он и себя накручивал. Может, у меня плохие треки, может, я пишу говно. А ты чё, Юн, ну реально классный. Просто надо сабр проявить и делать. Ну, то есть мы его как-то раз подбадрили, и он еще лучше делал. Сейчас, если посмотрите, у него треки, они уже совсем другого уровня, я считаю. То есть 3 года назад это были такие вот лепесточки клена, а сейчас уже стебельки, так сказать. Поэтому здесь самое главное поставить цель, идти к ней и верить в это, и все. И я думаю, все будет получаться.